Доброе утро, дорогая наша республика. Доброе утро всем, кто просыпается вместе с «Утро Якутии». Сегодня 28 декабря, Да, четверг. сегодня мы, как никогда в этом году, уже из прошедших дней, близки к Новому году. Вот. Да, буквально все, уже 3 дня остается. Буквально я надел новогодний свитер. Молодец. Да. Катерина Винокурова, Павел Танин. И Просыпаемся олени на моем свитере тоже вместе присутствуют. с вами. Да, это утро, как обычно, начнем весело, хорошо, чтобы прошло оно тоже не менее интересно у вас. Естественно, для этого много чего приготовили, в том числе будем, как обычно, всю эту неделю дарить вам подарки, среди которых и билеты на музыкальное шоу замечательное, и, конечно, елочные и игрушки серебряные. Все это в течение эфира, поэтому оставайтесь с нами, встречайте утро вместе с нами, заваривайте кофе, делайте завтрак. В общем, все, что вы делаете по утрам, делайте вместе с нами. Ну, а прямо сейчас узнаем, что за окном сегодня нас ожидает. В центральных районах сегодня на 6 часов утра температура воздуха составила 41-46 градусов мороза. В заречной группе от 39 до 50, 50 зафиксировано в Хандыге, а также в Итыкёле. В южных от 30 до 41, в Вилюйской группе 43-45. В Нижнеленских 42-44, в западных 36-39. В Колымайдигирской группе от 40 до 54, опять-таки холодно в Уснере. В Янских от 31 до 45 градусов мороза, на северо-западе также 35-41. В городе Якутске на 6 часов утра температура воздуха составила минус 43, атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба, штиль. Днем без существенных осадков, туман, ветер северо-западный 1,4 метра в секунду. Температура воздуха днем составит 38-40 градусов мороза. Доброе утро. Коротко о главных событиях к этому часу. Глава Якутии Айсан Николаев обсудил строительство Новоленской ТЭС с руководством Интеррау и компанией «Алроса». Рабочая встреча прошла в Москве. В этом проекте дочерняя компания «Алроса», «Алроса Газ», будет обеспечивать тепловую электростанцию газа. Поэтому также будет построен магистральный газопровод общей протяженностью в 200 километров. Напомню, Новоленская ТЭС станет одним из ключевых энергетических проектов северо-востока страны. Ее мощность составит 550 мегаватт. Вместе с объектом будет проложено и 1200 километров линии электропередачи напряжением в 220 киловольт. Поставки электроэнергии начнутся уже в 2028 году. Основное значение дизельной станции – обеспечение электроснабжения потребителей при невозможности подключения к централизованным источникам энергоснабжения или при сбоях в их работе. Дизельная станция – это один из важных стратегических объектов, особенно в нашей республике с экстремальными температурами и условиями жизни. В Верхневилюйском районе работают 3 газотурбинные установки. В конце этого года бригада из Москвы провела большой ремонт и модернизацию. Если у нас раньше было все на ручном управлении, сейчас все автоматизировано на компьютере, через компьютер управляется. Данные все показывают на компьютере. Защиты есть, поставили. И все безопасно сейчас. Мощность 2,5 мегаватта. Если работает 2 поездки, то по 1,7 мегаваттов. Получается 3,4. Первые шаги к умному городу. В Якутске разработали программно-аппаратный комплекс, который будет мониторить данные измерительных устройств в режиме реального времени и управлять исполнительными механизмами. Его можно использовать в горнодобывающей, сельскохозяйственной, энергетике и ЖКХ, чтобы создать высокотехнологичные рабочие места с высокой производительностью, так как с данными комплексами отслеживания всех процессов и трат организации будет автоматизировано. Первая такая станция способна охватить 500 устройств. Преимуществами можно выделить также используемую в них плату, которую можно подстроить под необходимые требования. Внедрение данных комплексов запланировано на следующий год. Их также будут модернизировать, чтобы в дальнейшем расширить сферу применения. На данный момент мы разработали контроллер. Данный контроллер позволяет еще управлять устройствами, например, моторами, насосами, освещением, да? И также может принимать данные тоже от датчиков.
Данные отправляются с тепловычислителя, также данные отправляются с счетчика, и все это отправляется на базовую станцию. Мгм. И базовая станция отправляет на сервер, и сервер отображается на нашем интерфейсе. Можете посмотреть, а у нас в комнате 25 градусов, влажность 6,5. Мы используем где-то 1 киловатт сегодня. Детский сад Сарданова Селданского района уже 6-й год подряд работает по всероссийскому проекту «Эколято», где 68 воспитанников по 3 группам выбрали себе различные экологические направления. Таким образом, детей с малых лет воспитывают бережно относиться к природе. К примеру, дети подготовительной группы перед тем, как зайти в детский сад, обязательно подкармливают зимующих птиц. Ну а их родители соорудили замечательные кормушки. По возрастным группам имеются подпроекты такие, как «Вода», «Лес» и наш проект группы «Берегите птиц». Здесь мы с детьми наблюдаем за жизнью птичек, кормим птиц в зимнее время, чтобы помочь птичкам перенести нашу холодную зиму. Спасибо коллегам, а мы продолжаем наш эфир. Да. И снова рады дарить для Подарочки. вас подарочки. Да. Да, сегодня целых их 2, и, соответственно, обладателя тоже может быть 2. Один из подарков — это билет на новогодний концерт 2000-х, а второй подарок — это серебряная елочная игрушка. Ну, впрочем, как мы ранее и говорили. Чтобы получить эти подарки, достаточно правильно ответить на вопросы, которые мы разместим и уже разместили в нашем телеграм-канале «Утро Якутии». Чтобы в него попасть, достаточно зайти в телеграм, написать «Утро Якутии», или же вот QR-код отсканировать при помощи смартфона, и все у вас получится. Но обязательно нужно на канал подписаться, если вы еще не являетесь нашим подписчиком, что, наверное, уже редкость в наши дни. Ну, а вопросы сегодня звучат следующие. Итак, первый. Для того, чтобы получить билеты на новогодний концерт 2000-х, вам необходимо ответить, на какой хит нулевых стал хитом во всем мире в этом году. Ну, а второй вопрос, тем, кто правильно ответит на него, получит елочную серебряную Да, игрушку ну вот от из этих, которые... ювелирного дома Керге. Для Да. этого вам необходимо правильно ответить на вопрос, почему более крупные по размеру елочные шары дороже остальных. Вопросы уже продублированы в нашем телеграм-канале, поэтому смело заходите. Если уже ответ знаете, прямо отвечайте сразу. Ну, собственно, кто первый, по каждому вопросу у нас будет каждый победитель отдельный, да, друг от друга считающийся. Ну, может, это и один человек тоже быть. Кто первее и правильнее, тот и молодец. Ну, а мы продолжаем наш эфир. Сегодня 28 декабря на календаре. Много событий каждый день происходит. Для меня сегодня день тоже особенный, потому что сегодня день рождения у моей супруги. Поэтому, Настя, с днем рождения. Happy birthday to you, как говорится. Всего-всего. Вот. И пусть сегодняшний день, несмотря на морозы, все равно будет солнечным, ярким, как и вся твоя жизнь. Ты молодец. Спасибо тебе, что ты есть. Настя, огромный привет. И я также присоединяюсь ко всем перечисленным словам. Ну, а далее давайте знакомиться, что же такого интересного произошло в истории в этот день. На календаре 28 декабря. Сегодня отмечают Международный день кино, День продолжения банкета, День шоколадных конфет, День «Позвони другу». События в этот день. В индийском салоне Гранд-кафе на бульваре Капуцинок состоялся публичный показ синематографа братьев Люмьер, что ознаменовало рождение кинематографа. В Париже появилась публикация романа исследования Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ». В этот день родились Фридрих Вильгельм Мурнау, немецкий кинорежиссер эпохи немого кино, Иван Конев, советский военачальник, полководец, маршал Советского Союза, Джон фон Нейман, американский математик и физик, внесший важный вклад в разработку первых ЭВМ, Евгений Вучетич, советский скульптор, народный художник Советского Союза, Линус Торвальдс, финно-американский программист, создатель операционной системы Linux. Именины сегодня отмечают Степан, Павел, Илларион, Василий, Александр и Сюзанна.
А морозы в эти дни ударили уже под 40, но есть люди, которым никакие холода не страшны, даже в минус 50 они готовы окунаться в прорубь для того, чтобы быть здоровыми и зарядиться с утра от матушки природы бодростью и настроением. С якутскими моржами встретилась наша съемочная группа. Такими самодельными санями и теплым одеялом любители зимнего плавания на протоке реки Лены укрывают прорубь, чтобы вода не замерзла. Затем зачерпывают ледяную корку, и купель готова. Николай Сафронеев, руководитель и идейный вдохновитель якутских моржей, начинает день с ныряния в проруби. Вот уже 3 десятка лет. Те, кто купаются, они меньше болеют, и чувство страха исчезает. Потому что страх всегда сидит в голове у человека. А когда человек погружается в холодную воду, вот этот страх уходит. Бесстрашные якутские моржи считают, что закаливание водой помогает не только телу, но и способствует хорошему настроению. Вода отличная, она всегда отличная. Сегодня температура-то не 50, меньше, поэтому нам радость. Сейчас в Якутске минус 42 градуса, и это, конечно, не минус 50, как обычно бывает зимой в Якутии. И при такой температуре не то, что раздетым бегать или окунаться в воду, но даже вот в теплой одежде мне сейчас довольно холодно и хочется сразу в тепло. Моржам в России привет! Деду Морозу! Ура! Наступающий! Наступающим годом! Как утверждают моржи, водные процедуры зимой в таких экстремальных условиях – особое удовольствие. Не ощущение вот этой вот зябкости идет, а ощущение просто холода, да, и, наверное, адреналина. А после купания уже как-то свежесть по всему телу, свежесть такая во рту появляется, такие вот естественные ощущения. Закаливание – это прежде всего здоровье. Я занимаюсь очень много лет, 20 с лишним, и всем желаю здоровья. Якутская вода даже теплая, утверждают экстремалы, имеющие опыт морских зимних заплывов. В более южных регионах зимой вода холоднее, до -3, а у нас ниже 0 не опускается. Так что природа Якутии, несмотря на свою суровость, благоволит моржам и дарит крепкое здоровье. Ну а тем, кто только думает начать нырять в прорубь, совет от опытного моржа. Чтобы было желание огромное и начинать с лета разумно. Вот самый разумный подход такой. Так что сразу испытывать свой организм в -40 не стоит. Лучше начинать постепенно и, как говорят, во всем знать меру. С наступающим 2024 годом! Ура! Туяра Филиппова, Виктор Дьячковский, Якутск. И сегодня у нас в гостях в студии один из моржей, да? Яныгин Владимир Геннадьевич. Учителем он является основой безопасности жизнедеятельности в школе номер 30 города Якутска. Владимир Геннадьевич, доброе утро. Доброе. Наступающим вас. Спасибо, взаимно. Вот. Наверное, зима для вас самое любимое время года. Или все-таки нет? Ну, к холоду привыкнуть человеку очень сложно. И все-таки, как говорил Порфирий Корнеевич Иванов, у человека должны быть все времена года любимыми. Он также должен переносить холод, жару, то есть должен быть выносливым и, как сказать, переносить все климатические погодные условия, достаточно комфортно. Вообще за закаливанием, собственно, моржеванием, если правильно, да, это называется, как давно занимаетесь? Как к этому подошли, скажем? Ну, у нас вообще, по идее, те люди, которые в основном сейчас занимаются моржеванием, люди в основном возрастные и приходят сюда через болезни, то есть какие-то заболевания, недуги человека, так сказать, подводит к тому, что он начинает самостоятельно заниматься, оздоравливаться за счет земли, воды, воздуха, то есть таких природных явлений. А так по идее, само закаливание, оно, по идее, должно быть с детства, и именно должны начинать не те люди, которые уже с болезнями, да, а те люди, которые абсолютно здоровые. То есть закаляться нужно здоровому человеку. Это основная задача, приобщить молодежь, приобщить детей, чтобы они с детства уже, так сказать, укрепляли свое здоровье
и по жизни шагали уже абсолютно здоровыми детьми, людьми. Вот, потому что у нас закаливание, это еще Александр Васильевич Суворов, наш великий русский полководец, он практиковал на себе. Поэтому здесь, конечно, корни уходят далеко в древность. Вот. А как вообще подготовиться к закаливанию? Ну, допустим, если летом в детстве не приучили, да, к этой... Закаливать существует у нас вообще очень много способов различных. Вот, каждый человек выбирает для себя что-то. Вот, а так вообще, конечно, вот закаливаться вот, можно вот по детке есть методика Порфирия Корнеевича Иванова, очень такая, так сказать, система очень интересная. И закаливаться можно просто вот даже холодной водой вот лицо сполоснуть, там голову немножко помочить, там темечко, там на ножки брызнуть. То есть с элементарных таких вещей не обязательно, так сказать, с холодной водой, с ведром выходить на улицу на 50-градусный мороз и там мерзнуть. Нет, конечно, это можно просто в ванне делать, там где-то утром проснулись, а раз сполоснулись немножко, все, освежились, достаточно вполне. Вечером пришли после работы, то же самое, раз, немножко, так сказать, освежились и достаточно. То есть элементарно вот. Детей, единственное, только, конечно, вот детей заставлять нельзя. То есть ребенок, он должен либо на примере родителей, либо там с мамой как-то, с папой там вот, но заставлять, конечно, здесь... Из-под палки не работает. Не работает абсолютно, ребенок заболеет. Да, ну вот говоря как раз про не профилактику, да, вот пропаганду вот, закаливания, полезного такого дела, наверное, всех пугает, что, как правило, всегда вот транслируется именно вот эти случаи, там, все, в прорубь ныряют, люди боятся. Действительно, можно вот с малого начинать, вот опять же говорить, да, можно просто с утра постепенно душиком быстро, Постепенно. пару секунд холодным. Да, достаточно просто вот, как сказать, ложки воды вот немножко сполоснуть. И самое главное, вот голову немножко помочить, потому что голова, мозг — это хозяин тела, он управляет полностью всем процессами, поэтому вот самое главное — это снежное пробуждение вот центральной нервной системы, и далее уже, так сказать, организм уже взбодрится, ему будет достаточно вполне. Но мы знаем, что не так давно ваша сборная участвовала в Кубке СНГ по плаванию, да, расскажите немного об этом. Так, ну у нас это мероприятие, оно вообще в истории спорта Якутии это первое такое вот, потому что вот мы как бы сами вот когда начинали заниматься, даже не думали, что достигнем такого уровня, и у нас вот получится поездка съездить в Белоруссию, в город Минск, и там принять участие в спортивных соревнованиях по зимнему плаванию. Вот, наша сборная составляла из 5 пловцов, вот одна женщина у нас была, Егорова Аида, вот, остальные мужики все были. Вот. И соревнования проходили на разных дистанциях. Это 25 метров, 50 метров, 100 метров. Вот. Было несколько возрастных категорий. Ну и вот каждый в своей возрастной категории, значит, принимал участие. Вот. И заключительный этап у нас был это эстафета. То есть там уже вся команда участвовала в этой эстафете. Вот. И наша сборная, так сказать, завоевала 3 медали. Это вот одно второе место и 2 третьих места вот, на дистанции 100 метров и 50 метров. Вот. Такие как раз вот крупные относительно дистанции. Ну, как бы. Да, дистанции большие, вот, и в холодной воде как бы это тоже сложно. Ну, да. Ну, в очередной раз, наверное, получается, доказали, что у нас в Якутии именно выносливость хорошая. Ну да, тут есть такое вот, но единственное только вот у нас отличие вот, допустим, наших моржей вот от тех моржей, которые в России занимаются, в том числе и на Дальнем Востоке, вот то, что у нас вот как бы ныряние только в проруби идет. У нас условия такие, что мы не можем позволить себе сделать бассейн большой и там всю зиму плавать и тренироваться в этой холодной воде. Нет, конечно, вот. А так вот, конечно, да, вот нырнули, вынырнули, а так занятия проходят в бассейнах города Якутска. У нас бассейнов сейчас достаточно много стало, и поэтому вот хотелось бы, чтобы, так сказать, они были доступны всем. Вот, ну и завершая беседу, да, какие планы все-таки у вас развития, есть ли вот закаливание в республике? Планов, конечно, очень много. Вот, и хотелось бы, во-первых, сюда подключить молодежь, чтобы у нас самое главное вот молодежь занималась. То есть люди не пенсионного возраста, вот, а именно молодежь привлекать. Для этого, конечно, здесь нужны специальные условия. Это и в бассейны, чтобы дети больше ходили, занимались. Вот. Это, опять же таки, вот у нас на 202-м там или, может быть, в каком-то другом месте сделать
прорубь, вот, и желательно, конечно, чтобы была банька, потому что прогрев обязательно нужен вот после таких процедур, и баня, она нужна, или сауна, или баня, чтобы было это все доступно тоже вот. Поэтому вот, хотелось бы, конечно, поблагодарить вот у нас Министерство спорта за то, что они выделили грант, и вот мы все-таки смогли в этом году съездить, поучаствовать в этом Кубке СНГ, и надеемся, что на следующий год, может быть, тоже получится получить грант и самим там баньку построить и так далее, передвижную хотя бы, чтобы она была там на колесах, на санях там вот, и дальше заниматься, вот, продвигать вот наше закаливание. Ну, у нас сейчас на российском уровне, вот, у нас сейчас плавание вот в холодной воде, значит, оно у нас уже, так сказать, соревнования на российском уровне проходят. Владимир Геннадьевич, последний вопрос. Закаливание помогает меньше болеть? Да, это однозначно. Однозначно. Спасибо вам большое. Спасибо большое. С наступающим вас Новым годом. Но говоря про здоровье, да, хочется вспомнить и медицинских работников. Одной из таких благородных профессий, как медсестра. Мы познакомимся далее в нашей рубрике. Мы проводим свой осмотр сестринский, то есть на аппарате авторефрактометре смотрим визус, проверяем остроту зрения, вот, и потом уже дети идут к врачу на основной свой диагноз. Прием ведется от 1 года до 18 лет. Дети приходят разные, и со всеми нужно найти подход. Детский прием отличается от взрослого приема тем, что дети это совсем другое. Бывают дети капризные, но у нас контакт все равно находится. Разные дети бывают. У нас и бывают с плохим слухом, и вообще не говорят, не слышат. И мы с помощью жестов, с помощью разных звуков начинаем, как-то вот получается. Но без слез у нас не получается. У нас, если что не прием, то все равно плачут дети. Плачут дети из-за капель. То есть мы делаем циклоплегию, которая обязательна для того, чтобы врач поставил правильный диагноз. Вот. И обязательно, ну без слез никак. Но мы начинаем утешать, ариваемся с ребенком, мы упрашиваем. Иногда для этого нужно время определенное. По-доброму относиться к детям, во-первых. Во-вторых, терпеливо относиться, быть терпимой, сочувствовать. Очень много. И еще надо быть терпимой, наверное, к родителям. На коррекции зависит, как будет мир видеть наш пациент. От того, что правильно подбираем очки, настолько зависит еще, голова может болеть у пациента, допустим, от неправильной коррекции. Да. Часто наблюдаем, когда ребенок, который плохо видел, допустим, 10-15%, надев очки, у него глаза светятся. И от этого прямо чувствуешь уже такая идет, благодарность нашей профессии, вот эта радость на лицах детей. Буквально вот недавно было, что 9 лет ребенок минус 9 зрения. Это, вот я не знаю, я очень переживала за него, и много он прошел консультаций, обследований дополнительных. И мы надели ему очки, и видно было, что он радуется. Он такой радостный, живой. Ну, сразу понятно, или он видел там совсем, даже буквально сотые он видел, даже 10% не было. И вот это вот подобрали очки, даже такие большие, как такие стекла. Но он был очень радостный, и настроение у него было очень хорошее. Вот это вот прям радостно было и нам. Искреннее участие, сопереживание и готовность помочь не бывают большими или маленькими. Ученики коррекционной школы поселка Нижний Курнах Алданского района знают это точно. Дети и педагоги массово присоединяются ко всевозможным благотворительным акциям, а также запускают собственные проекты. В канун Нового года у неравнодушных и милосердных забот немало. В какие же хлопоты погружаются ребята? Давайте посмотрим в следующем сюжете. В
В кабинете технологии школы 8-го вида поселка Нижний Куранах кипит работа. Юным хозяюшкам предстоит упаковать одеяла так, чтобы они вошли в почтовые мешки. Чуть позднее посылки будут отправлены в один из госпиталей для участников специальной военной операции. Мы откликнулись на просьбу госпиталя конкретного с просьбой о том, чтобы чтобы помощь была оказана теплыми одеялами, покрывалами, потому что очень не хватает солдат на передовой, вот именно конкретно теплых одеял, так как сейчас зима, уже холодно. Одеяла из верблюжьей шерсти были приобретены коллективом коррекционной школы. Педагоги и ученики присоединяются ко всевозможным благотворительным акциям, а также реализуют собственные идеи. Посылки для бойцов взрослые и дети собирают не впервые. Мы сейчас собираем на войну одеяло. Мы помогали им, и в том году мы собирали им лекарства. Помогали им. Мы вот им делали варежки. Педагоги вместе с учениками стараются всемирно поддержать бойцов. Так, консервные баночки для мальчишек и девчонок вовсе не являются мусором. Ребята освоили изготовление изделий длительного горения и в свободное время делают окопные свечи. С прошлого года изготавливаем свечи. Памятные тоже направляем. Вот мы одну партию уже отправили. По отзывам бойцов, помощь из дома невозможно оценить, а забота и поддержка особенно дороги. Дети же стремятся максимально полно выразить признательность и благодарность защитникам. Пишут письма, читают стихи, изготавливают газеты. И у нас есть рубрика «Юный репортер», которые снимают это на видео и отправляют. Традиции милосердия в коррекционной школе сложились давно. К объявляемым регулярно акциям присоединяются как дети, так и родители. Одно из направлений благотворительности составляет помощь бездомным братьям меньшим. Собранные корма передаются волонтерам приютов для животных. Наши дети – это очень добрые дети, отзывчивые дети к животным. Это действительно неоднократно у нас... Уже много лет, проходит акция «Покорми птиц зимой». Да? Обязательно дети своими руками делают кормушки, в которые потом засыпают, кормушки для птиц, в которые потом засыпают семечки, крупу различную. Искреннее участие, сопереживание и готовность поддержать не бывают большими или маленькими. Ученики коррекционной школы это знают точно и стараются оказать помощь всем, кто в ней нуждается. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алданский район, поселок Нижний Куранах. Приближается Новый год, праздник, который мы отмечаем, собравшись за большим столом всей семьей. И нам очень радостно показать вам сюжет о мальчике, который находился в одном из детских домов. И, наконец, Новый год он встречает в семье. Почти 4 года назад в нашей рубрике мы показали 9-летнего Влада. Чуть больше года он находился в центре для детей, оставшихся без попечения родителей. Открытый и добрый, Влад покорял своим позитивным характером, и всем хотелось, чтобы мальчик обрел семью. Осенью этого года мы полетели на съемки в Нюрнбергский район. Приехав в поселок Чульман, мы отправились в гости к приемной семье Виноградовых. Здесь нас ждала встреча с нашим Владом. Вот уже 2 года он живет в новой семье. У него есть мама, папа и сестры. Я сама из Хабаровска приехала в Чульман к мужу, когда он работал на вахте здесь. Ковид, в общем, работы в Хабаровске не было. Приехала сюда и устроилась в детский дом, так как имею педагогическое образование. И в первый же мой год мы поехали с детишками отдыхать в санаторий Чебдик в Нерюнгри, в Якутске. Вот. И в этом же санатории отдыхали детишки из Махсоголоха. А Владик как раз был воспитанником Махсоголохского детского дома. Стою я на мероприятии на каком-то очень шумном, дергает меня кто-то за руку. Я поворачиваюсь, стоит мальчишка, такой маленький, веселый. Такой: здравствуйте, меня зовут Влад. Я говорю: здравствуй, Влад. И потом мы стали встречаться на мероприятиях с Владом, подружились, да? Да. Звоню я мужу и говорю: ты знаешь, тут такой мальчишка,
такой добрый, такой светлый. Вот прям вот какой-то родной человечек. Да, Владик, мы с тобой дружили. И папа говорит, вези-ка человечка к нам, раз он такой добрый, хороший. Я у Владика спросила. Влад категорически согласился. И бегал по санаторию, кричал, мама собирает документы, мама собирает документы, и я поеду жить к маме. Это вот так мы познакомились с Владиком. Конечно, адаптация Влада в семье еще идет, и благодаря любви и заботе он легко учится всему. Ну вот расскажи, как тебе живется? Мне хорошо живется. Научился летом ездить на двухколесном велосипеде. Сначала на 4 учился, а потом уже на 2 научился. С папой мы делаем ремонт. Да, весь дом на вас, да, с папой? Да. Да, он уже знает, какие инструменты, для чего, то есть все, он уже постоянно с папой. Не забывает Влад и центр, в котором находился. Он с теплотой отзывается о любимых воспитателях. Влад, а ты вот жил в центре Максаглохи. Помнишь, да, как жил? Помнишь воспитателей? Да. Может быть, какие-то пожелания передашь, они были бы очень рады услышать. Мета Мачевевна, я желаю вам хорошего дня и желаю, чтобы у вас было все хорошо. И у вас в детском доме все вас слушались. Так получилось, что Влад остался без попечения родителей, семьи и дома, в котором он рос. Но благодаря Галине Валерьевне и Виктору Валерьевичу Влад обрел новую семью, сестер и дом, ставший для него родным. Мы так рады за Влада. Пусть побольше будет таких замечательных историй с добрым концом. И не только под Новый год, но и вообще всегда. Да. Ну вот говоря про Новый год, что, кстати, вот твое же пожелание может исполниться, потому что в Новый год все мечты и пожелания могут исполниться. А вообще Новый год уже совсем близко, и в суете подготовки новогоднего стола, подарков и маскарадных костюмов для детей не забудьте про себя, наши милые женщины. Давайте же посмотрим, какой макияж можно сделать, чтобы ярко встретить грядущую новогоднюю ночь. Сегодня мы вам покажем один из вариантов новогоднего макияжа. Первым этапом у нас идет очищение кожи. Мы наносим тональное средство, тональную основу. Аккуратно распределяем кисточкой по лицу. Это мы растушевываем влажным спонжем. К оформлению бровей немножечко фиксируем их щеточкой для бровей. И аккуратно оформляем. Подчищаем. Наносим светлые тени над подвижным веком. Берем базовые тени, заполняем подвижное веко. Легкими движениями наносим на все подвижное веко. Аккуратно растушевываем. И переходим к кончику глаз. Кончику века, затемняем его на тон темнее тенями. Переходим к самому главному атрибуту Нового года – это блестки. Мы берем жидкие блестящие тени и наносим на подвижное веко, аккуратно распределяя его по всей площади. Переходим к самой важной части – это стрелки. Проходим по межресничному краю, заполняем его. Переходим к затемнению нашей стрелки, к растушевке наших стрелок. Аккуратненько проходим по линии стрелочки, не доходя до кончика. И аккуратно растушевываем ближе к центру подвижного века. Также мы возвращаемся к предыдущему оттенку коричневого, более светлого, чем черный. И аккуратно растушевываем границы нашей растушевки стрелки. И возвращаемся еще раз к самому светлому оттенку, аккуратно растушевывая наш макияж. Накрашиваем нижнее веко, аккуратно растушевывая до середины глаза. Смотрим прямо. Далее мы переходим к минеральной пудре.
Наши глаза готовы, и теперь мы все это фиксируем. Наносим хайлайтер на уголки глаз для более выразительного взгляда, для более свежего взгляда. Карандашом проводим, очерчиваем границы наших губ, чуть выходя на миллиметр за границы собственных натуральных губ. Растушевываем карандаш чуть ближе к середине губ и наносим нужный нам оттенок на середину губ, плавно растушевывая их к границам нашего карандаша. Переходим к скульптурированию нашего лица. Начинаем их с лобовой зоны. Мы наносим аккуратненько, растушевывая по бокам. Аккуратными плавными движениями, чтобы не было резких переходов. Оставляя центральную зону нетронутой. Далее мы переходим к скуловой зоне. Также аккуратно растушевывая ее. Проходим по нижней скуловой части, нащупываем кость и проходим под ней. Немного уходя вниз, также аккуратно растушевывая. Переходим к зоне носа. Аккуратными движениями наносим на крылья носа контур. Аккуратными, плавными движениями. Крылья носа мы растушевываем минеральной пудрой, чтобы переходы не были сильно резкими. Мы переходим к румянам. Это наша свежесть, молодость и выспавшийся вид. Наносим выше скуловой зоны и на кончик носа. Затем мы берем хайлайтер и аккуратными движениями наносим под зону под бровями и плавно переходя к скулам. Растушевываем. Наш новогодний макияж готов. Доброе утро, коллеги. Далее новостной блок. Первый вице-премьер Якутии Джолстан Борисов провел рабочую встречу с управляющим директором АО «Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики» Андреем Шарафуддиновым. Он рассказал о планируемом рабочем визите в Индию с участием представителей всех дальневосточных регионов для укрепления международных связей России со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. Джолстан Борисов, в свою очередь, отметил возможность развития сотрудничества Якутии и Индии в алмазной ювелирной сфере, а также участие резидентов в международных ювелирных выставках на территории Индии. Водоузел номер 5 торжественно открыли в Якутске. Он имеет большое значение для дальнейшего развития столицы. Установлены 2 емкости. Объем каждой составляет 2000 кубометров. Они успешно прошли все гидравлические испытания и уже полностью готовы к работе. Кроме того, на территории водоузла расположили химико-бактериологический лабораторный комплекс. С его помощью можно будет проводить отбор проб воды. Отмечу, что до сегодняшнего дня в Якутске действовали 8 водоузлов. С открытием еще одной их стало 9. Водомерные узлы являются важнейшими составляющими системы водоснабжения республики. Эта водонасосная станция довольно-таки мощная. Она оборудована 5 горизонтальными насосами, каждый из них, который может выдавать 634 кубических метра воды в час. Также на этом водоузле у нас имеется 2 резервуара чистой воды с запасом каждые 2000 кубических метров. Так что это довольно-таки большой объект службы водоснабжения.
Гемодиализный центр, который открылся в Нюрбе в августе уходящего года, обслуживает жителей Вилюйской группы районов с терминальной стадией почечной недостаточности. Новая медицинская организация в Нюрбе отвечает всем требованиям, оснащена современным оборудованием, которое соответствует стандартам ведущих гемодиализных клиник. Первых пациентов центр начал принимать еще в августе с 25 числа, ну а сейчас в клинике медпомощь предоставляется полностью бесплатно, так как она включена в систему ОМС. Кроме гемодиализа в нефроклинике проводятся исследования населения на выявление хронических заболеваний почек, не выезжая в столицу республики. 42 пациента взяты на учет. На учете у нефролога должны состоять пациенты с 3-й стадии. И в том числе из 42 10 человек, 10 поставлен диагноз с 4 по 5. То есть должны наблюдаться уже постоянно, в ежемесячном режиме наблюдаться у врача-нефролога. Впервые в диализ введены 2 пациентов за такой короткий период. И это говорит об актуальности, о необходимости данного межрайонного центра для населения Вилюйской группы районов. В преддверии новогодних праздников российское движение детей и молодежи «Движение первых» запустило акцию «Елка желаний». Накануне к акции присоединилась заместитель председателя правительства республики Ольга Балабкина. Зампред исполнила желание 9-летнего Дениса из Якутска, который любит ходить с отцом на рыбалку. Накануне вечером зампред встретилась с Денисом и его мамой, чтобы передать в подарок с Новым годом спиннинг. Эстафету Ольга Балабкина передала министру по делам молодежи и социальным коммуникациям республики Петру Шамаеву. 4 января в Театре оперы и балета состоится торжественное вручение национальной музыкальной премии «Урдел». Организатором этого проекта является национальная вещательная компания НВК «Саха». И в этот день компания в 10-й раз наградит желанными статуэтками самых ярких, талантливых исполнителей якутской эстрады. На протяжении 3 месяцев любители якутской песни активно голосовали и наблюдали за своими фаворитами. Напомню, что лучших выбирают радиослушатели и телезрители компании путем голосования в телеграм-канале. И по итогам уходящего года всего приняли участие 48 певцов. Из них в финальный этап вышли 24 человека. Сейчас все участники очень сильно готовятся, каждый волнуется, каждый, наверное, уже смотрит, как он будет со стороны смотреться, на сцене смотреться. Вот. И 4 января, дорогих наших зрителей, телезрителей, приглашаем на наш концерт, потому что это будет фееричное шоу. Я уверена, что каждый артист хочет себя очень круто показать, и поэтому готовится, чтобы удивить своих зрителей. Это были все новости к этому часу. Хорошего дня и оставайтесь на нашем телеканале. Ну а сегодня украсить нашу студию, да, еще больше красок добавить в нее, пришла наша гостья, признанная красавица Любовь Хохолова, 2-я вице-мисс России 2023 года. Любовь, доброе утро, очень рада вас видеть. С наступающими. С наступающим. Праздниками. Доброе утро, Вот. вас тоже с наступающим. Ну и раз уж про наступающее мы говорим, как вообще, как настрой на Новый год, какие планы на него строите? Настрой очень праздничный, можно сказать, даже боевой, потому что планы на Новый год, они грандиозные. Ага. Скучали по Якутии, вот наконец приехали на каникулы. 5 лет не была здесь зимой. 5 лет целых? Да. Ничего себе. Ну, именно зимой. То есть получалось обычно раньше как-то больше летом. Ага. Ну и как? Холодами встретила? Думала, что будет еще жестче. Пока терпимо. Ага. Ну, Не забыли все-таки суровые холодные зимы. Тело помнит. Я за год забываю уже. Удивительно, как тело помнит за такой продолжительный период времени. Я за лето уже забываю, как это. Вот до сих пор декабрь, конец уже, я вот так просто живу, где я. Но вообще вы учитесь на психолога в Московском государственном, если не ошибаюсь, да, педагогическом университете. Да, все верно. А когда уже диплом получаете, как вы планируете ли с профессиональной деятельностью психолога дальнейшую жизнь связать или уже нет, может быть? То есть я сейчас учусь на 3-м курсе, всего учиться 4,5 года. Ну вот плюс-минус осталось годика 2, если считать по семестрам именно. После окончания планирую поступать дальше в магистратуру для того, чтобы более сузить свою специальность, более конкретизировать ее и уже определиться, с кем буду работать, со взрослыми, подростками или детьми. То есть спектр очень широкий для выбора. Ага. То есть как бы профессиональная деятельность никуда в сторону
будущее, условно говоря, не уходит. Да, Хочется на данный заниматься. момент, да. Здорово. А с кем более вот симпатичнее, так скажем, работать? Со взрослыми или все-таки с детьми? Думаю, что больше со взрослыми. Мгм. Хотя детская психология именно в дошкольном периоде тоже очень интересна. И поэтому я пока еще в раздумьях. Мгм. Любовь, ну что касается конкурса «Мисс Россия», да, не могу не спросить, вот что изменилось после конкурса? Изменилось ли что-то вообще в вас, в окружении? Ну, лента появилась как минимум. Лента, Конечно, корона. лента, Лента, диадема. корона, да, диадема. Изменилось, скорее всего, конкурс поменял мои именно личные качества, вот, в которых я выросла, стала более уверенной. А так изменилась ли жизнь кардинально? Могу сказать, что, наверное, нет. Ага. Ну, Поддерживаете? если вот сузить, да, вот этот спектр, что личные какие-то качества, ну, можно ли какие-то вот отметить, которые, ну, что конкретно улучшилось, вот, ну, как по вашему мнению? Вот, стала более уверенной в себе, не перестала бояться сцены, камер. Мне кажется, это уже большой прогресс. Действительно, ну, тут не каждый может побороть страх, потому что страх камеры — это один из сильнейших страхов человека. А вот связь с девушками поддерживаете? Да, с девочками, вот, которые остались в Москве, мы встречаемся примерно раз-два в месяц. И с теми, кто прилетает тоже. Поэтому общая группа есть, списываемся. То есть, в принципе, на таких конкурсах, ну, грубо говоря, там конкуренция, она вот здоровая. То есть, условно, за кадром все подруги, все друг друга поддерживают и так далее. Да, даже после награждения все очень искренне были рады и поздравляли, вот правда, от всего сердца, а не так, что поздравляю. А не так, чтобы, да? Я за тебя рада, но не от всего сердца. Любовь, ну вот сказали, что 5 лет не были зимой в Якутии, да? А почему больше всего скучаете, ну вот помимо, конечно, холодных зим наших? По природе и, конечно же, по родным. По маме и детям. Часто вспоминаете? Да. Но они очень часто стали прилетать ко мне в Москву. То есть раз в год это стабильно. Ну и плюс видеозвонки и так далее. Да, конечно. Современные технологии помогают, действительно. Я так понимаю, что, ну, Новый год пройдет, вероятно, где-то в кругу семьи. Естественно. Наконец-то. Будет ли, ну, вот как раз такой вопрос интересный есть у нас по поводу кулинарного мастерства. Есть ли какое-то у вас фирменное новогоднее блюдо, которое самостоятельно готовите, и будет ли оно на столе новогоднем в эту новогоднюю ночь грядущую? Так, ну из того, что я готовлю самостоятельно, это, наверное, будет тортик. Я очень люблю готовить сладости, выпечку. Вот. Из традиционных более мамин мясной рулет, который я до сих пор не могу повторить. Этот рецепт остается для меня загадкой. Хотя мамины рецепты. Ну вот вообще, какие планы на вот конкретно на новогодние праздники? Вот лежать дома с родителями, телевизор смотреть, есть вкусности, или встречаться с подругами? Это, конечно, тоже присутствует в моей жизни. Хотелось бы полежать, так сказать, тюленей отдых немножечко. Ну и если появятся какие-то проекты, я буду очень рада. Открыто. Да, конечно. Ну, а в целом, говоря про конкурсы красоты, есть ли планы участвовать в дальнейшем, да, в подобных конкурсах, каких-то, может быть, уже что-то намечается? Или одного раза хватило, хочется все-таки сконцентрироваться больше на профессиональном каком-то обучении, но, опять же, развитии? Ну, я думаю, что да. Гештальт я свой закрыла, мечту исполнила, и будем двигаться уже дальше. Любовь, но я думаю, что наши телезрители рады были бы от вас сегодня услышать слова поздравления с наступающим Новым годом. Может быть, вы хотели бы передать привет кому-то? В Новом году я бы хотела всем пожелать не бояться мечтать, ставить цели, и они обязательно исполнятся. Вот. Привет я бы хотела передать маме. Мама смотрит, наверное, сейчас. Да, должна. Только сегодня или всегда? Всегда. Всегда поддержит, всегда маме тоже смотрит. привет. Да, мама прилетала на финал. Здорово. Ну и завершая нашу беседу, конечно, хочется пожелать сбычи всех мечт и достижения всех поставленных целей. И вопрос такой, да, говоря про Новый год, говоря про тюленей отдых, да, ну, наверное, у многих он до сих пор, конечно, у нас технологии развиваются, смартфоны, ноутбуки, планшеты и так далее, все равно до сих пор какой-то классикой остается и на телевизор смотреть, да, кино. Но и выходные новогодние можно и в кино сходить. Вот у вас какой-то есть новогодний прям фильм любимый? Ой, я очень люблю Гарри Поттера. Особенно его первую часть, которая из них самая новогодняя, я считаю. Да, кстати, есть такое ощущение, что она самая добрая.
все остальные становятся мрачнее. Ну, Гарри Поттера мы, к сожалению, в эти выходные не сможем посмотреть на больших экранах, но всегда можем посмотреть их дома. Ну вот, а что смотреть в кинотеатрах, расскажем в нашей рубрике. Эта диадема, Марго, когда-то принадлежала самой Екатерине Великой. Представляем вашему вниманию репертуар от кинотеатра «Центральный» с 28 декабря и 1 января. Анимационный комедийный фильм «Великолепная пятерка». Большой театр «Легенда». Он известен по всему миру, а «Лебединое озеро» – самый знаменитый балет. Именно эту постановку и предстоит спасти уличному псу Самсону. Однажды, скрываясь от ловцов бродячих собак, он попадает в Большой театр, где знакомится с любимицей примы-балериной Анастасией, собачкой Марго. Именно в этот момент из гримерной комнаты пропадает уникальная диадема, принадлежавшая Екатерине Великой. Спектакль под угрозой срыва. Марго и Самсону предстоит найти похитителя драгоценности и спасти спектакль. Нам нужно спешить. Это судьба, Марго. Великолепная пятерка. Кино с 28 декабря. Можно я все объясню? В прокат выходит продолжение «Холопа» от Клима Шипенко. Второго, самого кассового фильма страны и полюбившейся многим истории о перевоспитании мажора кнутом и крепостным правом. Исправившийся Гриша после путешествия в прошлое четко реагирует на любую несправедливость. И, конечно, не может пройти мимо беспредела, который творит наглая и избалованная Катя. Ничего удивительного, что вскоре она обнаруживает себя в другом времени. Приехал. Проститесь. Дороги не к черту. Они снова в сборе. Самая легендарная группа бродячих артистов. Трубадур и его друзья-самозванцы. Пес, кошка, осел и самовлюбленный петух объединились, чтобы совершить подвиг. Бродячие музыканты во главе с новым лидером снова сплотятся, чтобы вернуть смех и радость на мрачные улицы Бремена. И прежде всего они должны рассмешить дочь короля. Но встреча с принцессой грозит опасным приключением. Против Трубадура и его друзей коварные враги, интриги и ловушки. Но за любовь надо сражаться. А тут еще и принцесса сбежала из дворца. В одном клубке преступные схемы разбойников, интриги сыщика, капризы и тайны королевской семейки, но веселые музыканты с неутомимым Трубадуром заставят всех плясать под свою дудку. Я полюбил принцессу, но король мешает нашей любви. Без обмана тут не обойтись. А я не хочу никого обмануть. Сводите их! Любовь открывает любые двери. Желаем вам отличного настроения и приятного просмотра. Я не умею плавать! Гребите лапками! Солнце взойдет. Вот такое кино. Вообще, да, напомню нашим телезрителям, вдруг кто не знает, вообще рубрика «Афиша» — это единственная рубрика, ради которой я прихожу в эфир. Напомни об этом, Напоминаю, да. И 1 января, наверное, сразу пойду на бременских музыкантов. Мне кажется, все как-то неоднозначно отнеслись к этой истории, но я хочу посмотреть. Я потому что люблю мультфильм «Бременские музыканты». Да, и вообще наш отечественный кинематограф, да, он... Не то, что нужно его поддерживать. Я сейчас говорю только про бременских музыкантов, потому что... Я бы вот на бременских тоже бы пошла, вот послушать музыку, вспомнить старые песни. Да. Ну, музыкальное сопровождение в мультике было прекрасно, я хочу посмотреть, что будет в фильме с этим музыкальным сопровождением. Явно это будут ремейки какой-то современной стилистики, почему бы нет, это будет прекрасно. Интересно, прекрасно. Интересно точно. Да, что и вам советуем, сходить в кино обязательно. Да. Ну, а мы рады подвести итоги
наших подарков, да? Дарение наших подарков сегодня. Итоги подарков. Итоги подарков. Подводим, да. У нас было сегодня 2 вопроса таких замечательных, 2 подарка на кону, да, как можно так выразиться. Первый — это вот 2 билета на новогодний концерт 2000-х, который уже 5 января состоится в помещении Государственного цирка Якутии. Вопрос звучал следующим образом, да, какой хит нулевых стал хитом во всем мире в этом году? Правильно, самый первый ответила Галина Литвинова. Это «Мой мармеладный Кати Лель», да? «Мой мармеладный», я не права, попробуем муа-муа. И вот попробуй джага-джага. Вот эти попробуй не, это надо. Немножко не связанные слова завоевали мир снова. Бывает и такое. Галина, по поводу билетов мы с вами свяжемся, расскажем, как забрать. А второй вопрос был посложнее. На кону стояли серебряные елочные игрушки от компании Керге. И, собственно, звучал вопрос как? Почему более крупные по размеру елочные шары дороже остальных? И как бы тут в ответ, наверное, состоит такой из 2 частей. И вот один человек первым правильно ответил на первую часть. Опять-таки Галина Литвинова Нет, наша. и как раз-таки вот Надежда была, и Галина Литвинова продолжила, и мы подумали, что все-таки Новый год наступает, пора чудес, почему бы вдвое рук не отдать 2 елочные игрушки. Поэтому мы вас поздравляем. Ответ правильный, потому что не только материала больше, а потому что размер он больше стандартной фабричной отливки. На этом наша программа подходит к концу. Мы поздравляем всех победительниц сегодняшнего утра. Увидимся с вами завтра в 7 часов утра в новогоднем итоговом выпуске. Обязательно включайте нас. Да.